Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи Радио продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Бакыт Ашрахманов. 17 июня вступают в силу изменения в закон о регистрации юридических лиц. Сообщается, что одним из преимуществ данного закона является то, что регистрация с участием иностранных лиц теперь передается в территориальные управления юстиции. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы постараемся более подробно остановиться на этих всех изменениях. И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника управления регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмата Акулуева. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 0502 39 21 90. По ним вы можете позвонить, задать свой вопрос или выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беренчи Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Урмат Шабынович, добрый день. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Добрый день, Ирина. Мне тоже очень приятно. Урмат Шабынович, сегодня мы с вами встретились для того, чтобы рассказать нашим слушателям, а особенно тем, кто, может быть, хочет открыть какую-либо компанию или какое-либо ОСО. Я думаю, сегодня наш с вами диалог будет полезен, тем более уже совсем скоро, буквально уже 17 июня, это будет уже в пятницу, вступают в силу изменения в закон о регистрации юридических лиц. Но мы понимаем, что этот закон пополнился новыми поправками, новыми изменениями. И прежде чем говорить обо всех этих новых изменениях, мне хотелось бы первый вопрос адресовать такого характера, Урмат Шабынович. Вот эти вот новые поправки, новые изменения, наверное, внесены были не просто так, а для того, чтобы закон о регистрации юридических лиц, ну, скажем так, более лучше работал, да? Поэтому хотелось бы на этот вопрос сейчас получить ответ. Вы ответите, и потом мы уже перейдем к изменениям. Спасибо. Почему были введены вот эти вот поправки? Вы сейчас об этих поправках, об этих изменениях будете говорить, но тем не менее, в связи с чем они были введены? Ну, самое главное, одним из преимуществ, как вы выше обозначили, это мы признаем утратившим силу, это статью 5, где были разграничения функций Министерства юстиции и территориальных управлений. То есть, если до 17 июня территориальные управления юстиции занимались регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией юридических лиц по месту нахождения данного юрлица, а также была одна норма, то, что могли регистрировать юридические лица с иностранным участием, когда вид деятельности у них был добыча, разработка полезных ископаемых. Но на сегодняшний день данным изменением в закон мы предусматриваем, что полностью юридические лица с иностранным участием будут переданы в территориальное управление. До этого на сегодняшний день регистрация юридических лиц с иностранным участием занималось Министерство юстиции, непосредственно управление регистрацией юридических лиц. Одним из этих изменений, то есть то, что мы внесли изменения в 5-ю статью, то есть признали утратившим силу эту статью, потому что бывают разные ситуации, скажем так, юридические лица с иностранным участием, они, если у них юридический адрес в Баткене, скажем так, или на Исукуле, им приходилось регистрацию проходить у нас здесь, в Бишкеке. То есть приезжая сюда, в столицу. Сюда, да. Теперь, 17 июня, данная норма утратила силу, и то есть юридические лица, где есть иностранное участие, если, скажем так, юридический адрес будет в Аше, в Чуйской области, они могут непосредственно уже на местах заниматься регистрацией. Вот это первое. Этим же законом о внесении изменений в закон о регистрации юрлиц мы также предусматриваем, как бы, насколько всем известно, то, что на сегодняшний день
наша политика в Кыргызской республике, то есть мы должны бумажные, отказаться от вот этих бумажных всяких справок, да, то есть, соответственно, эти бумажные справки порождают бюрократию, очереди, время и так далее и тому подобное. В данном законе мы предусмотрели при ликвидации юридического лица необходимо было предоставить справку с налогового органа и социального фонда о неимении задолженности. Мы эту норму внесли, то что мы можем получать эти справки теперь через межведомственную Түндүк. Вот. Это тоже, как бы, как вы выше обозначили, это тоже не просто так, это в целях сократить бумажные справки, сократить вот эти лишние бюрократические проволочки. Да? Вот. Одно еще из изменений в данный закон — это выдача электронного свидетельства. То есть у нас в порядке информации сообщу, то, что у нас на сегодняшний день функционирует информационная система, это электронная регистрация юрлиц онлайн, куда наши граждане могут подавать, не выходя из дома, подавать заявление на регистрацию юридического лица. И ну, это технический момент, оказывается, но все-таки в конце приходилось юрлицам приходить в органы юстиции за свидетельством. Вот, в этой связи для создания благоприятных условий, то есть чтобы до конца цифровизацию довести до конца, как бы, да, мы внесли в закон о регистрации юрлиц то, что мы можем выдавать электронное свидетельство. Да. На сегодняшний день мы продумываем уже, каким образом это будет у нас производиться, как мы будем выдавать электронные свидетельства. Да. Вот тоже одно из хороших изменений в данный закон. Кроме того, на сегодняшний день в 21 статье закона о регистрации юрлиц там указан перечень оснований для отказа в регистрации, перерегистрации. Вот в этот перечень мы внесли такие изменения, как если будут запреты с правоохранительных органов на совершение каких-либо регистрационных действий. Этого основания раньше не было, мы сейчас внесли это основание, то, что это будет являться основанием для отказа. Да? Также и обнаружение лиц, которые входят в список вот у нас с финразведкой, как я выше говорил, в онлайн-регистрации у нас есть одно поле, где мы запрашиваем сведения с финансовой разведки о лицах, которые находятся в розысках, которые входят в санкционный перечень. Вот. И данной нормы тоже не было, то, что это будет, если заявитель, учредитель или любое лицо, которое как бы связано с этим юрлицом, если подают заявление, раньше такой конкретной нормы не было, то, что мы могли отказать. Но сейчас данную норму мы внесли, и также это является одним из оснований для отказа в регистрации юридического лица. Да? Вот. В основном вот такого рода мы внесли изменения. Также, как я до этого упомянул, то, что у нас система онлайн-регистрации юрлиц есть. Мы работали на основании временного положения. Теперь мы как бы для полноценного как бы приведения в соответствие с законодательством мы внесли также также поправки в данный закон, да, где мы учитываем онлайн-регистрацию юридических лиц. Вот вы сегодня рассказали об изменениях, вот отметили, что это хорошие изменения, но это не только хорошие изменения, но это прежде всего и удобно. Почему? Потому что вот регистрация с участием иностранцев, вы отметили, теперь передается в территориальное управление органов юстиции, то есть находясь, например, в Баткене или в Джалабаде, вот раньше, да, надо было приехать сюда, в Бишкек, обратиться в Министерство юстиции, а теперь, находясь
там, где ты хочешь открыть, например, какую-либо компанию, не надо никуда выезжать. Самое главное, что в каждом регионе есть территориальное управление юстиции. Поэтому и сокращается время, и не надо тратить время, например, на то, чтобы приезжать сюда, а это, еще раз хочу сказать, удобно. Находясь там, где ты хочешь открыть, то можешь, соответственно, обратиться в территориальное управление юстиции. Так точно. Урмат Шабынович, вот мы сегодня с вами говорим о том, что 17 июня вступают в силу изменения в закон о регистрации юридических лиц. Но чтобы у наших радиослушателей была такая, скажем так, полная картина, в понятие регистрация что входит? Это может быть проверка на соответствие каких-то учредительных документов. Вот если говорить о целях регистрации, то это что такое? Вот можете сейчас на простом доступном языке нам рассказать? Регистрация юридических лиц это процедура регистрации как создания как юридического лица. Для регистрации юридического лица могут выступать учредителями как физические лица, так и юридические лица. Юридические лица, они подразделяются на коммерческие юридические лица и некоммерческие юридические лица. Коммерческие юридические лица – это общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество и так далее. А некоммерческие юридические лица – это общественные фонды, учреждения, общественные объединения и так далее. Да? Если в порядке информации сказать, для регистрации коммерческого юридического лица необходимо, мы регистрируем в течение 3 рабочих дней. При регистрации некоммерческих юридических лиц мы регистрируем в течение 10 дней. Это вот я как выше обозначил, это фонды, учреждения, общественное объединение. Также хочется отметить то, что на сегодняшний день, с 2020 года, с 1 января у нас функционирует в боевом режиме информационная автоматическая система, это онлайн регистрация юридических лиц, куда могут подать заявку на регистрацию юридического лица в онлайн режиме, то есть не выходя из дома, офиса, имея доступ к интернету, имея биометрический паспорт образца, имея картридер, это считывающее средство для биометрических паспортов. До недавнего времени стоял вопрос о том, что зачем для регистрации одного юридического лица приобретать, скажем так, это считывающее устройство, паспорт нового образца. В этой связи мы постарались решить эту проблему и совместно с Инфокомом сейчас уже на протяжении, вот 2-й год пошел, сейчас выдается облачная цифровая подпись для наших граждан. Оно совершенно бесплатно выдается. На 1 год выдается в центрах обслуживания населения. Выдается в центрах обслуживания населения. Выдается абсолютно на бесплатной основе. Вот. И мы включили данный сервис, что для регистрации юридического лица, если отсутствует паспорт образца 2017 года биометрического и картридер, если отсутствует, то можно будет подать заявление на основании облачной цифровой подписи. Да? Вот, это в этой связи, вот, как мы внесли такие коррективы в нашу систему, можно сказать, что обращение граждан на регистрацию онлайн формате потихоньку начало увеличиваться. Кроме того, хочется отметить то, что нами, Министерством юстиции, на сегодняшний день разрабатываются проекты постановлений о выдаче в срочном порядке свидетельств о регистрации, перерегистрации юридических лиц. Этим изменением, чего мы хотим добиться? Хотим добиться того, что
Самое главное, чтобы к нам обращаются граждане, которые хотят быстро, срочно зарегистрировать фирму, но учитывая то, что у нас имеются сроки, времени мало, работы много, ну, в этой связи мы внесли вносим данную услугу, срочную регистрацию. Да. Также это, мы думаем, то, что это будет искоренять вообще и вообще будет предупреждать вот эти коррупционные риски, и, соответственно, пополняется бюджет нашей страны. Да. Кроме того, также мы разработали уже на сегодняшний день данный проект находится на согласовании межведомственной комиссии. Это такая услуга, это как подготовка документов. То есть очень часто происходят такие случаи, то что лица, граждане наши, представители бизнеса обращаются за регистрацией юридического лица, но какие-то документы, где-то в каких-то документах имеются неточности, несоответствия, и в этой связи нам приходится отказывать в регистрации юридического лица. Этим самым мы предусматриваем услугу, это подготовка документов, то есть это получается, опять-таки, уже наши сотрудники готовят документы, и там уже, скажем так, такой опаски, то, что будет отказ, уже не будет. То есть здесь уже идет гарантия, то, что данное юридическое лицо зарегистрируется. И опять-таки, как я выше упомянул, также это пополнение нашего бюджета. Да? И это снизит, скажем так, какое-то вот недовольствие среди граждан, потому что надо понимать, и наших граждан, которые обращаются за регистрацию юридических лиц, и установленный срок получает отказ в регистрации юридического лица, и, конечно же, бывает очень часто недовольство. В этой связи данным постановлением мы тоже решим данный вопрос, и я думаю, что этим самым мы создадим хорошие и благоприятные условия для наших граждан и представителей бизнеса. Урмат Шабанович, вот мы сегодня с вами говорим о том, что регистрация с участием иностранных лиц теперь передается в территориальное управление юстиции, и если человек находится, например, где-то в регионе, не надо ехать сюда, в Бишкек, и обращаться в Министерство юстиции, благо есть территориальное управление. Скажите, пожалуйста, вот чтобы передать, ну, скажем так, вот эту вот функцию, да, территориальному управлением юстиции, сотрудники территориальных управлений, они какое-то обучение прошли? Ведь зарегистрировать юридическое лицо, да, но даже вот с участием иностранных лиц, это, наверное, все-таки дело не такое простое? Или все-таки это до того легкий и простая процедура, вернее, что и обучаться не надо? Вот обучение, ну, может быть, в регионах проходили сотрудники территориальных управлений? Да, вот очень хорошо вы подметили то, что регистрация юридических лиц с иностранным участием, это да, требует тщательного изучения, тщательного рассмотрения, потому что есть и где в юридических лицах выступают учредителями юрлица, то есть созданные в соответствии с законодательством тех или иных государств. Поэтому мы до 17-го, пока вступит в силу закон внесения закона о регистрации лиц, мы Министерством юстиции инициировали обучение территориальных управлений. Мы провели двухдневный семинар, можно сказать, семинар, тренинг-семинар, где мы обучили наших территориальных руководителей территориальных органов юстиции, также непосредственно специалистов, которые занимаются регистрацией юрлиц, потому что в территориальных управлениях есть и специалисты, которые занимаются и другими вопросами. Мы провели двухдневный семинар, по возможности полностью обучили наших сотрудников,
показали, на примерах мы даже показывали. Также мы непосредственно сидели и рассматривали поступившие к нам дела. Вот. В этой связи, я думаю, то, что мы провели достаточную работу в этом направлении. Да. Но, конечно, как говорится, век живи, век учись. Мы всегда как бы на связи с нашими территориальными управлениями. Какие-либо будут, если вопросы, то мы будем, конечно, все вместе организованно решать данные вопросы. Урмат Шабанович, вот касательно второго изменения, это выдача электронного свидетельства. Но вы уже отметили, что вот как я поняла, это благодаря системе онлайн-регистрации юридических лиц, да? Но понятно, вот мы с вами тоже некоторое время назад встречались и говорили о том, что да, эта работа, она была проведена по поводу перевода государственных услуг в электронный формат. Урмат Шабанович, вот помню, что когда заработала эта система, и вы приходили сюда, вот в студию прямого эфира, мы с вами говорили о том, что вот была введена эта система, ну, скажем так, в пилотном режиме, помню, это вот Бишкек и Чуйская область. Но сейчас, я как поняла, эта система уже на 100% работает, она себя зарекомендовала. И вот помню, некоторое время, когда мы с вами встречались, я тоже поднимала вопрос. Если, например, где-то в отдаленных регионах нет интернета, но эта ведь система не могла бы работать, да, или сработать. Вот как на сегодня этот вопрос обстоит? Но, как я поняла, эта система себя зарекомендовала, что уже из пилотного режима она перешла, ну, скажем так, в тот реализуемый режим, который мы сегодня видим, уже 100%. Ну да, насчет этого вопроса мы тоже как бы думали, но я думаю, то, что в основном у нас уже везде обеспечено интернетом, да, в основном, да, но не надо забывать о том, что есть альтернатива, то есть... если нет интернета, да, то можешь прийти, например, в органы юстиции и зарегистрировать. Да, могут наши граждане приехать и в органы юстиции в территориальные и все сделать на бумаге и в бумажном варианте, подать документы и зарегистрировать свое юридическое лицо. Но я думаю, то, что на сегодняшний день пока что как таковых прям проблем с интернетом еще у нас не возникало. Если взять на примере даже у нас, нашего министерства, у нас, скажем так, по всей республике, во всех государственных нотариальных конторах, во всех территориальных управлениях имеется интернет. Вот. Скажите, вот если эта система себя зарекомендовала, вообще, насколько эта система для тех, кто хочет открыть свою компанию или какое-либо УСО, вообще удобна? Но я понимаю, что не надо выходить, не надо садиться, например, в машину, тратить там бензин и ехать, например, в органы юстиции, да? А можно, находясь у себя дома или, может быть, находясь у себя в кабинете, все это сделать в электронном формате. Насколько эта система себя зарекомендовала, Урмат Шабанович? Вот я всегда говорю, мне, например, всегда проще прийти в органы юстиции, в то же Министерство юстиции и, например, зарегистрировать, ну, например, ту компанию, которую я хочу открыть. А некоторые методом, скажем так, тыка в компьютере могут сделать это, ну, скажем так, в электронном формате. Вообще, вот вы какую-то динамику проводили, Урмат Шабанович, или большая часть пользуется этой системой, или большая часть все-таки приходит и уже, ну, скажем так, в офлайн режиме, да, и регистрирует ту или иную компанию? Ну, надо признать, что в онлайн-регистрации юрлиц по данной системе, да, действительно поступает мало заявок, чем нежели в бумажном варианте. Помните, нет, я в прошлых своих эфирах говорил об этом. Я думаю, то, что все новое, оно как-то воспринимается как бы болезненно. Да? То есть, когда человек привыкает к одному, ему перестроиться на другой формат, это уже чуть тяжело. Не так легко. Да. Скажем так, если у человека есть компьютер, скажем так, он быстро набрал этот документ, распечатал и принес к нам в органы юстиции, нежели, скажем так, заходить на наш сайт и сидеть, заполнять все эти, скажем так, пункты и подавать онлайн. Но
мы должны отметить то, что я призываю наших граждан, да, представителей бизнеса, то, что необходимо пользоваться этой услугой онлайн-регистрации. Я же говорю, это, во-первых, как вы сказали, это уменьшает время, ресурсы, нервы и так далее и тому подобное. Да, в этой связи я бы обратился к нашим гражданам, то есть необходимо регистрировать юрлица в онлайн формате, не выходя из дома. Да? И может быть тоже одно из моментов, то что подача онлайн как бы у нас получилось как полуавтоматом, да, скажем, подают онлайн, но приходят забирать свидетельство. Все-таки необходимо прийти, да? Вот, поэтому мы как бы внесли данные поправки в закон, чтобы уже как бы в полном объеме человек мог уже, не выходя из дома, не выходя из офиса, зарегистрировать свое юридическое лицо и получить уже электронное свидетельство. Да? Ну, на сегодняшний день необходимо отметить то, что мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Может быть, это в виде выписки мы будем давать, или в виде как бы электронного свидетельства с указанием QR-кода. Ну, на данный момент мы над этим работаем, и я думаю, в скором времени мы уже как бы примем решение, и данная норма закона, она уже полноценно будет работать. Но я не прошу сегодня озвучить вас статистические данные, Урмат Шабанович, но судя из того, о чем вы говорили, я поняла, что большая часть все-таки обращается в офлайн режиме, то есть приходя или в Министерство юстиции, или можно уже будет прийти, скажем так, 17 июня в территориальные органы. Все-таки это надо признать. Да, ну я как уже сказал, регистрация в онлайн-режиме на сегодняшний день где-то приблизительно более 70-80 юрлиц зарегистрировано. Да. 70-80. Да, на сегодняшний день. А если сказать уже непосредственно поход в органы юстиции, ну, если я скажу по своему управлению Министерства юстиции, в день нам поступает в общем более 30 дел. Это в центральный аппарат с иностранным участием. А если говорить уже о Чуй-Бишкекском управлении, это самая большая нагрузка у нас там, туда в день поступает более 70-80 дел. Это в среднем, да, бывает и то, что в день поступает и 100 дел. Вот. Поэтому сравнивать регистрацию в онлайн-режиме с офлайном, это действительно ну, тем более это разница. новизна, это нововведение, и вот это нововведение, конечно, требует наверняка того, чтобы прошло время, чтобы уже набить руку, и самое главное привыкнуть. Поэтому, если сегодня вы говорите, что это уже 70-80 лиц, то, конечно, может быть, через год это будет намного больше. Ну да, и тут тоже хочется отметить то, что в основном, да, вот по статистике можно сказать, если в день поступает, скажем так, 10 юридических лиц на регистрацию, перерегистрацию, ликвидацию юридических лиц, из них это 6-7 поступает от юридических компаний. То есть граждане наши обращаются в юридические компании, и юридические компании как бы за свои услуги берут свою оплату и подают документы. Да. В этой связи тоже, я же говорю, то, что и этим же юридическим компаниям, да, им намного удобнее открыть свои документы, быстро заполнить документ и принести нам в бумажном виде. Да. В этой связи, я же говорю, на сегодняшний день в онлайн-режиме, то есть чуть-чуть у нас регистрации не так уж много, да, потому что я же сказал, все новое, это воспринимается болезненно, так же, как и раньше, я помню, вот пенсии вот нашим дедушкам, бабушкам выдавались на почте, а потом, когда перешли на карточки вот, получать, уже тоже, да, многие, а сейчас уже смотрим, уже вовсю наши бабушки, дедушки уже спокойно идут в эти терминалы и уже через карточки получают. И я думаю, то, что со временем, с каждым днем, ну да, наши показатели растут,
И я думаю, то, что мы достигнем того успеха, который мы поставили перед собой. Да? Напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Напомню, что уже в пятницу 17 июня вступают в силу изменения в закон о регистрации юридических лиц. И сегодня обо всех этих изменениях мы и говорим в программе «Актуальный разговор». Сегодня у нас в гостях начальник управления регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмат Аккулуев. Урмат Шабанович, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас. Мы вас слушаем. Ну вот. Связь у нас прервалась, но будем надеяться, что наш режиссер Бакыт Асанакунович Ашарахманов сейчас связь наладит и соединит нас с нашим радиослушателем. Урмат Шабанович, скажите, пожалуйста, вот поступают ли от граждан и юридических лиц, ну, скажем так, обращения или, может быть, даже жалобы по поводу того, чтобы ускорить сроки регистрационных процедур? Почему? Потому что, например, требуется там участие в каких-либо тендерах, оформление товаров, какое-то оперативное расширение бизнеса. Все хочется сделать быстро и оперативно, Урмат Шабанович. Вот в адрес Министерства юстиции такие вот вопросы, нарекания или, может быть, жалобы, советы, просьбы поступают? Они, вернее, такие вот просьбы имеют частый характер? Ну, да, такие пожелания поступают нам, конечно, то, что, как вы отметили, действительно там какие-то участия в каких-то тендерах, подписание каких-либо соглашений и так далее и тому подобное. В этой связи, учитывая данные факты, я вот выше говорил уже, то, что мы подготовили одну из услуг еще, это выдача свидетельств в ускоренном порядке. На сегодняшний день данный наш проект находится в межведомственной комиссии. По процедуре необходимо одобрить данные изменения на этой межведомственной комиссии. И дальше по процедуре идти и вносить изменения, дополнения в соответствующие наши НПА. Да? Еще раз повторюсь, то, что учитывая это все, мы как бы инициировали данные изменения и данные как бы услуги наши дополнительные. Это регистрация, перерегистрация, ликвидация в ускоренном порядке. Да? Еще раз отмечу то, что это как бы будет пополнять наш бюджет. И кроме того, это как бы, я думаю, не будет рисков, коррупционных рисков, да, потому что данной нормой, я же говорю, изменения, мы хотим создать условия для наших представителей бизнеса, а также для наших граждан, да. Урмат Шабанович, вот на сегодняшний день в Министерстве юстиции вы можете сказать, сколько зарегистрировано юридических лиц с участием иностранных граждан? Есть у вас такая статистика? Ну да, у нас как бы статистика вообще, в общем, скажем так, по нашей базе, у нас зарегистрировано, у нас же, в общем, целая база идет по территориям и по всем этим. Например, если сказать, вот элементарно привести пример, вот с января 2022 года вот, у нас очень повысилась регистрация юридических лиц с иностранным участием именно граждан Российской Федерации. Например, за этот период уже с гражданами Российской Федерации уже 273 юридического лица зарегистрировано. Да? А вообще, в общем, с иностранным участием зарегистрировано 637 юридических лиц. Да? Но это, конечно, по сравнению с территориальным управлением Чуй-Бишкекским, это у нас, конечно, небольшой показатель, но хочется отметить то, что на сегодняшний день именно регистрация с иностранным участием прям пошла в прорыв, да? Вот.
Поэтому с января, я говорю, уже 637 юридических лиц с иностранным участием у нас зарегистрировано в Министерстве юстиции. Вы чуть ранее говорили о пакете документов. Урмат Шабанович, скажите, на сегодняшний день можно ли говорить о том, что пакет документов, он, к счастью, упрощен? Конечно, можно это с уверенностью сказать. На сегодняшний день для регистрации коммерческой организации, скажем так, общества с ограниченной ответственностью, необходимо решение о регистрации юридического лица и копия паспорта учредителя. То есть, получается, и руководителя. сколько по количеству? Это два документа, грубо Всего говоря. лишь. Да, это решение о создании юридического лица и копия паспорта руководителя и учредителя. Да, и данное решение оно должно быть нотариально заверено, а если сам учредитель прибудет к нам в органы юстиции, то тогда нотариальное заверение не требуется. Я думаю, на сегодняшний день это очень упрощенный вариант, потому что до этого требовалось у нас уставы, мы делали экспертизу уставов, учредительных договоров, но на сегодняшний день предоставляют уставы, положение, это только некоммерческие организации, и, соответственно, для регистрации некоммерческих организаций требуется у нас больше времени, да, например, для регистрации коммерческих организаций, если у нас 3 дня требуется, то для регистрации некоммерческих организаций это 10 дней, а для информации, хочу сказать, для ликвидации это 7 дней, да. Если, например, открывается ОСО или компания с участием иностранных лиц, получается пакет документов тот же или все-таки здесь пакет документов чуть больше? Я вот ранее, когда озвучивал, для регистрации юридического лица с иностранным участием, соответственно, да, пакет увеличивается. Это при регистрации юридического лица, если учредителем выступает юридическое лицо другого государства, они дополнительно должны предоставить легализованную либо апостилированную выписку из реестра о том, что это юридическое лицо действительно там зарегистрировано и на сегодняшний день действует. Да? Также, если учредителем выступают иностранные гражданские лица, да, скажем, граждане, физические лица, да, они предоставляют паспорт, он должен быть переведен на наш язык, на русский и на государственный, и у переводчика должен быть переведен данный документ и должен быть нотариально заверен. Да? Вот. Такие вот чуть-чуть изменения как бы у нас есть при регистрации с иностранным участием. Урмат Шабанович, я не зря задала вопрос касательно упрощения пакета документов. Почему? Потому что несколько лет назад, я помню, надо было, по-моему, сколько? 10, да, документов, то на сегодняшний день уже 2. Да. Ну, конечно, об упрощении речь идет, и упрощение пакета документов имеет место быть. Это что касается регистрации юридического лица. А что касается ликвидации юридического лица, опять же, документы-то нужны. Упрощение документов, да, упрощение пакета документов. Сегодня можно говорить, что да, тоже сокращено. Насчет упрощения при ликвидации юридического лица, вот в начале эфира я озвучил то, что законом Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в закон о регистрации юрлиц предусмотрено получение справки о неимении задолженности с налогового органа. Такую справку дает государственная налоговая служба. Да, и социального фонда. Данную норму внесли. Насколько вам известно, на сегодняшний день госорганы, они взаимодействуют через СМЭФ Түндүк, то есть получают информацию. И мы внесли данную норму, то, что мы можем запрашивать данные справки через Түндүк. То есть не как бы утруждая, как раньше было, вот до внесения этих изменений, то, что наши граждане, обратившись за ликвидацию юридического лица, они ходили в эти органы и получали справки, то на сегодняшний день также для создания, я же говорю, и для перехода с бумажных на электронный формат документов мы внесли данные изменения, что можем получать через Түндүк справки о неимении задолженности налоговой и социального фонда. Да? И также хочется отметить то, что у нас предстоит второй этап
Это второй этап перерегистрации, ликвидации юридических лиц, тоже в онлайн-режиме. Да? Здесь, я думаю, когда мы начнем как бы уже разрабатывать данную систему, мы, может быть, еще раз побеседуем с вами, но я думаю, что в этой системе мы предусмотрели очень много функционала, да, то есть вот эти запреты, когда ставят уведомления, это, дай Аллах, все будет уже в онлайн формате, то есть это еще намного упростит вообще процедуру регистрации, перерегистрации юридического лица. Подводя итог нашему сегодняшнему диалогу, Урмат Шабанович, наверное, надо отметить, что Министерство юстиции проводит достаточно такую ощутимую, динамичную работу по тому, чтобы улучшить нормативную базу в области регистрации юридических лиц и, самое главное, усовершенствования самой системы регистрации. Да, вы абсолютно правы. Еще так в качестве, в порядке информации необходимо отметить то, что мы на сегодняшний день как бы подаем на утрату уже этот закон о регистрации юрлиц и разрабатываем положение. Потому что, как вам известно, в рамках инвентаризации законопроектов, также в рамках дебюрократизации, то есть мы подаем на утрату данный закон и разработали уже положение о регистрации юридических лиц, потому что какие-то необходимо, когда внести какие-то изменения, дополнения, то есть чтобы это можно было быстренько, мы могли внести в положение изменения. И да, еще один момент, да, мы также разработали временное положение об исключении нефункционирующих юридических лиц. Вот это тоже для хорошие условия для наших представителей бизнес-общества и граждан. Да? Время нашей программы, к сожалению, завершается. Спасибо вам, Урмат Шабанович, за сегодняшнюю встречу. Я напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодня в программе у нас в гостях был начальник управления регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмат Акулоев. Напомню, что в ближайшую пятницу, 17 июня, вступают в силу изменения в закон о регистрации юридических лиц. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беренчи радио и, как всегда, до встречи. Первое информационное радио. Ташрабат. Ташрабат – бул уникалдуу архитектуралык эстелик